Друзья, всех приветствую. У нас сегодня очередные покатушки, очередные, если можно сказать так, испытания на лодке Йолва-6. Это у нас будет мотор 9.8. Еще раз попробуем, как она будет себя вести вот с такой защитой мотора. Мы еще раз сегодня хотим вам показать, как идет лодка, что нужно учитывать, чтобы не было брызгов, чтобы поворот она ходила хорошо, чтобы не было прохватов. В общем, все это сегодня попытаемся вам заснять, ну и показать. В общем, сами видите, главное, что хочу сказать, что главное правильно распределить груз по лодке. И тогда лодка будет сразу выходить на глиссер, не будет брызгов, в общем, она будет идти просто без песни. Когда лодка хорошо практически даже волны нету у них. Когда он сидит, ну то есть оцентрованная лодка по грузу, да, вот тут человек сидит 120 килограммов. Когда оцентрованно, брызгов нету, лодка идет хорошо. Сам не свалился, но ничего страшного, такое бывает. Вот, видите? Сейчас небольшой разворот. Сейчас он еще сюда дальше сел сзади. Коля, смотри сбоку, видишь, как брызги летят. Вот. О, сейчас нормально. Еще вперед. А? Да. В общем, надо лодку грузить правильно, чтобы не было вот этих вот. Лодка такая рассчитана на одного человека. Груза, вот она идет. Посади еще одного человека. Нет, вот там весь. Ну что, идите, садитесь. Давайте по очереди. Давай по очереди, все вдвоем. Ты смотри, брызги, повороты. Так вот мы это и делаем. Вы по прямой едете. Где? По прямой, Так смотри. по прямой, он же пересел туда-сюда. Ага. Ну давай. Сейчас сели 3 человека. Сейчас посмотрим, как брызги у нас пойдут. Чуть-чуть вперед! Андрюха, чуть вперед иди! О, все! Брызги... Не, все, стой! Брызгов нету! Не, Коля!
Да, вот так. Втроем мы идем. Раз, два, три. Все, брызгов нет, лодка идет. Нужно просто правильно распределить груз, и все. Так. Ну что, Коля, Не, пока хорошо идет. просто распределение нужно. Надо просто вес набрать и понять, куда его распределять. Ну, как бы вес, как обычно все ездят на рыбалку. Там 200 килограмм, 2 человека, там, плюс там вещи. А не так, куда удобно сесть. Ну все, сейчас еще один человек сел. 4 человека, в общем, сейчас посмотрим. Покажем, как. Мотор Nissan 9.8. Все, что, брызгов нету. Идет хорошо, с обоих сторон. Все. Можем возвращаться. Вот, повороты небольшие. Следующий. Серега, иди, ты тяжелый. Конечно, ты. Че, Коля-то легковес. Так а что, Коля тоже иди садись, и все, что? Все сядем. А? А что смотреть-то? А что как едет? Он и так едет. Нам же что, вес нужно посмотреть, да и все. Или он вытянет этот всех человек нас, или нет, и все. Да я сейчас задний дам. О, так, 5 человек, я 6-й. Ну что тут, 6 человек на Ёлове 6. Мотор 9.8. Так, бурун есть. Давайте сюда назад. Оу. Давайте немножко назад. Коля, так, немножко сдвинули скамеечку. Сейчас смотрим. Еще надо. Сюда сдвиньтесь кто-нибудь. Надо, чтобы нос всегда был чуть сверху. Ну вот, все, брызгов нету. Конечно, вот для 6 человек, вот 9.8 это слишком слабоватый мотор. Но для того, чтобы переплыть речку там или что-нибудь такое, ну вот он идет, все. Брызгов нету. Что и требовалось доказать. Что? Не выходит, мощности нету. 18-й мотор нужен, да. Ну, в общем, делаем какой вывод. 5 человек, он выходит на глистер легко. Шестером он уже, вот этот мотор 9.8, он его уже не тянет. Почему? Он вышел на глиссер. Вот так вот или идет. На глиссер вышел. Так, ребята немножко экспериментируют. Ну вот так вот он и идет. 6 человек на борту. Общий вес у нас, ребята, сейчас получается 500 килограммов. Даже больше чуть-чуть, 500.
Ну, как-то вот так вот. Вывод какой? Всегда нужно по лодке правильно распределять груз, чтобы не было никаких брызгов там и еще там что-то. Если вы правильно распределили, да, то все будет у вас хорошо, брызгов нету. Но вот сейчас вот 6 человек, более 500 килограммов у нас общий вес получился. Мотор 9,8, ему тяжело, конечно. Он так куда-то переехать, там, поблизости проплыть, проехать, он доставит, конечно, без проблем. А так, ну, в общем, я сказал, что 500 килограммов, 450, он еще идет вообще замечательно. Выходит на глиссер, просто очень замечательно идет. Парни, давайте для кадра вы каждый сейчас скажете, сколько весите, да? Давай, Коля, ты сколько? 65 я. Я 90. Ты 90. Коля 120. Оля 120. Серега 90. Серега 90. Андрюха 80. Так, Андрюха 80. И второй Андрюха 76. 521 килограмм получилось. 521 килограмм, вот что вот сейчас ехали. На моторе 9,8, конечно, это уже получается немножко перегруз. Да, вот одного человека, вот Коли не было, там сколько-то 65 килограммов, если убрать, то он уже спокойно выходит на глиссер, идет, в общем, замечательно. Это с 9,8. Так что это все, ребята, учитывайте. И главное, распределение груза по лодке, еще раз повторяю вам, потому что вы каждый раз у нас спрашиваете, там, это, там. Хорошо, правильно распределить груз, все, лодка просто летит. Вот, к примеру, мы с тобой ездили, когда в лес, мы с тобой ехали. Ну, это такая загрузка обычно для этой лодки. 2 человека, там вещи, бензин, там, у нас я 65, ты 90, бензин, пускай там 120. Вот. Плюс 50 килограмм у нас продукты, там какие-то вещи. Мотор там Нет, это вообще как люди обычно ездят. понял. То есть, вот. И сколько получилось? Оптимальная загрузка это 325 килограмм для этой модели лодки. Сейчас мы проехали 521 килограмм. То как бы она идет, то что на глиссер она не выходит. Ну, это не то, чтобы не выходит, а скорость не набирает, она на глиссере идет. Но тем не менее брызгов нету при перегрузе 520. Просто уже мотор его не тянет. Просто мотор уже не тянет, сил не хватает. Да, или Стоишь загрузки. Или поставить туда 9,9 мотор, он спокойно уже полетит. В принципе, 18 то же самое. 8,9 не тянет уже. Ну, скорости просто нет. Да, 9,8. В общем, вот так вот, друзья.